I'm sitting eyes wide open and I got one thing stuck in my mind. Wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life. Baby, baby, I feel crazy up all night. Привет, девочки! Добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts. Сегодня у нас особенное видео. Это первое видео ко Дню Святого Валентина. Это наше финальное видео. Точнее, финальное ко Дню Святого Валентина, потому что я делала серию видео ко Дню Святого Валентина. Я показывала несколько видов макияжа глаз. А сегодня будет точно полностью макияж. Я буду показывать тоналку, все-все-все, что я делаю сегодня. Потому что представим, что мы идем с вами на ивент. Или же наш парень, наш муж пригласил нас куда-то, и мы должны быть на все 100. Да. Или даже если вы сингл, и у вас нету парня, но найдете же парня сегодня, правильно? В общем, вы идете, короче, одеваетесь, наряжены, и сегодня я покажу весь макияж. Я вам покажу, как сделать, чтобы макияж продержался всю ночь или же весь вечер. И, конечно же, я показываю макияж типа нежный, но не нежный. Я хотела сделать нежный, но не смогла, потому что нежный слишком нежный на мне. Но я выбрала нежные цвета, как постельные розовато-фиолетовые цвета, как видите. Так что я постаралась, но чуть-чуть драматичный получился. Да, sorry. Но это не самая главная новость. Вторая новость, хочу вам сказать. Нас теперь больше 10 тысяч. Хочу вам сказать огромнейшее спасибо за то, что вы меня поддерживаете во всем, за все ваши лайки, за все ваши комментарии, за все ваши просмотры, любое видео, которое вы просмотрели из моего канала. Большое спасибо. Много значит для меня. Это означает, что вам нравится мой канал, и это дает мне большой стимул, дает мне большое, получается, желание сделать мой канал еще лучше, работать над всеми, побольше макияжа. И, конечно же, я вам обещаю, вопросы-ответы будут следующим, обещаю. Я вам говорю, сейчас обещаю. Следующее будет вопросы-ответы, чтобы вы узнали обо мне побольше, будет как тег-видео, можно сказать. Так что вот. И, кстати говоря, третья новость, которую я хочу вам сказать. О май гад. Я не знаю, как это вам преподнести. В общем, я участвовала в конкурсе Марка Джейкобса. Как знаете, Марк Джейкобс — это crazy бренд, такой высшего уровня. Он объявил недавно конкурс, международный конкурс между бьюти-блогеров. В общем, Марк Джейкобс хотел найти видеоблогеров, которые в конце троих он выберет, и они будут лицом его новой косметики, новой линии косметики. Ну, у него уже есть косметика, просто новой линии. Кто выиграет, будет лицом всех таблоидов его косметики. В общем, я загружала видео Марк Джейкобса у меня в инстаграме с хэштегом CastMeMark, и там было очень много видео, очень много, где-то минимум 100 тысяч. Честно говорю, по всему миру. И видела в России было видео, там с разных стран, Париж, везде. Но вчера я сидела на работе, у меня на ланче, я вижу у меня уведомление на телефоне в Инстаграм. Марк Джейкобс у себя в Инстаграме, называется Mark Beauty, тегает мое фото, сказав, что я одна из финалисток, из 10 человек, который прошел весь этот тур, я теперь финалистка. Ребята, вы не представляете, что это для меня это значит. Это означает новый путь, новые двери открываются, так что я безумно была рада вчера, я чуть не расплакалась. Я теперь финалистка этого конкурса. Они должны мне позвонить на днях, потому что у них сейчас Fashion Week идет в Нью-Йорке. Так что, как только они закончат Fashion Week с Марк Джейкобсом, они будут контактировать мне, говорить. По идее, финалисты должны поехать в Нью-Йорк, и там будет новый этап, который я должна пройти, и там выберут победителей. Так что пожелайте мне удачи, пожалуйста. Ху-ху. Я очень нервничаю, но я постараюсь. Так что пожелайте мне удачи. В общем, все, новостей больше нету. Просто я хотела очень сильно поделиться с вами, сказать, что у меня происходит в жизни. Хочу сказать с Днем Валентина, ребята. Надеюсь, вы проведете День Святого Валентина очень хорошо. Кстати говоря, если ты еще не один из нас с канала Jumpkin Donuts, не забудь подписаться сейчас на канал Jumpkin Donuts и будешь смотреть все мои видео в будущем. Да, и можешь посмотреть другие видео, тоже хорошие. В общем, не забудьте подписаться и поставить лайк на это видео, а мы сейчас приступим. С Днем Валентина, ребята! Муа! Ну что ж, друзья, в первую очередь начнем, конечно, с праймера. Праймер у меня J1 Jelly Pack. В последнее время мне очень нравится этот праймер. Это вообще-то не только праймер, он еще играет как праймер, можно использовать как маску. Она делает твой кожу эластичным.
и дает такой... дает очень хорошее увлажнение, что потом макияж идет намного лучше. Следующее, перед тем, как нанести тоналку, я хочу быстренько использовать корректор под глазами. Как видите, у меня чуть-чуть красное под глазами. Это из-за того, что я использовала перед сном какой-то серум для ресниц, и она как-то попала под глазами, и у меня какая-то аллергическая реакция пошла. Правда, не буду слишком делать, потому что я не хочу еще больше, чтобы она покраснела, но я хочу чуть-чуть подкрыть это. Будем покрывать, наверное, вот этой. Она не прям красная, она, мне кажется, как коричневая. Из-за того, что коричневая, я буду использовать вот такой корректор. Кстати говоря, это у меня Make Up Forever палетка. В этой палетке идет, получается, хайлайтер, там есть контуринг, матовый хайлайтер и, конечно же, корректор под глазами. Будем использовать просто руками. Она не слишком толстого покрытия, так что очень классная для под глазами. Дальше я беру тоналку Hourglass. Это моя любимая тоналка в последнее время. Это просто шикарная тоналка. Очень хорошо наносится, хорошо покрывает, но вообще не кажется, что тона тоналки. Так что это вообще классно. Ее можно использовать как консилер, как тоналку. Можно так, примерно. Под глазами я буду наносить консилер, так что я не буду туда наносить. С кисточкой Hourglass я буду использовать. Кружащими движениями будем растушевывать. Под глазами еще не трогаю, потому что будет консилер. Можно, я могла бы использовать эту тоналку как консилер, но у меня есть свой хороший консилер, так что не буду тратить тоналку. Все-таки дорогая. А вот теперь идет консилер. У меня консилер Born This Way. Буду использовать теперь, будем корректировать мою корректировку. Так как мы собираемся куда-то на вечер, так что побольше тоналки не помешает. Кстати, это спонж Real Technique. Beauty блендер у меня грязный, лежит где-то, наверное. И Real Technique тоже классный, он дешевый, но я люблю использовать. Правда, долго не держится как спонж, Beauty блендер, но хорош по качеству тоже. Так, я уже сделала, получается, теперь базу. Дальше уже очередь, наверное, это контуринга. Я буду использовать вот этот контуринг цвет. Я еще не использовала этот контуринг, так что мне интересно, как он будет смотреться. Беру кисточку от Elf, называется Contouring Blush, вот такой. Он где-то $1 стоит, наверное, очень дешевый, но очень классный. Наверное, так беру. От этого угла линии волос, получается, использую здесь там. Потом спонжем. Я беру просто теперь спонжем, буду вводить здесь по линии волос. Именно этот угол затемняю, потому что форма моей головы это как сердце, и получается я должна затемнить этот угол моего лба. Спонж, мне кажется, намного лучше использовать эту палетку. Так. Теперь самое важное, я раньше этого не делала, но такое чувство, что я набрала в последнее время вес. Так что это будем делать вот здесь. Чуть-чуть будем затемнять эту линию, чтобы я чуть-чуть худее казалась. Но это не обязательно вам делать, так что вы не переживайте. Это так, лично мой комплекс, так что вам не обязательно об этом переживать. Можно вам и не делать. Дальше идет у нас кто? Laura Mercier. Это Translucent Powder, который я сильно-сильно обожаю. Я очень тебя обожаю. Знаешь об этом? Да, вот такая пудра. Она необычная транслюцентная пудра. Это более такая, как похожа на настоящую пудру, но не пудра. И она не такая шелковая, как обычно бывает транслюцентная пудра. Итак, что я сейчас делаю? Получается, беру спонжем Real Technique. Примерно так. И буду осветлять под глазами. Если у вас не прям сильная жирная кожа, вам не обязательно это делать, вам можно чуть-чуть вот так поделать и сразу обвести кисточкой. Но почему я это делаю, когда ходишь на какой-то ивент, тебе обязательно нужно сделать такой бейкинг, потому что если вдруг станет там жарко, если вдруг станет там тебе
не знаю, ты начнешь потеть, что-то тоналка вот так и уйдет, знаете. В общем, почему бейкинг вот такое, как бы закреплять нужно именно таким образом, что тоналка будет держаться намного лучше. Получается, ты толкаешь тоналку больше, и она будет контролировать твой жир. Если будешь потеть, она будет контролировать, потому что ты заблокировала этой пудрой. Так что это очень важно, когда куда-то идешь. Ну, мы же идем с вами сейчас на День Валентина в ресторан. Так что, или не знаю, куда-нибудь. Я буду чуть-чуть обводить здесь свой контуринг. И буду обводить вот здесь тоже. Я раньше очень много делала, но в последнее время моя кожа намного лучше, так что я только чуть-чуть делаю. Я не буду ждать особо, я сразу беру кисточку и сразу убираю. Так. Я не знаю, если у вас комбинированная кожа, вы, наверное, меня поймете, потому что здесь обычно у нас всегда жирная, поэтому старайтесь здесь особенно пудрой обвести, чтобы она закрепилась. Чтобы если вдруг будете потеть или, не знаю, будет жарко в помещении, чтобы ваша тоналка не проследилась. У меня есть вторая пудра, но вторая пудра очень темная, это называется Laura Mercier, но на этот раз не такой транслюсентная пудра, а это более такая настоящая пудра, только рассыпчатая пудра. Я не знаю, где продается, но вы можете даже в Маке найти, хоть где есть минеральная пудра. Это тоже Mineral Powder с SPF 15. Так что она вообще-то темная, я буду использовать ее как контуринг. Она просто сглаживает кожу. Любая минеральная пудра всегда сглаживает кожу, так что минеральной пудры нельзя прям очень много нанести, но если чуть-чуть нанесешь после нормальной, получается, тоналки, она очень хорошо будет смотреться. Так что я буду использовать ее как контуринг. Я использую кисточку номер 74 от Sephora, Print. Получается, просто обвожу ту же эрию. Примерно тут. Она будет просто сглаживать мне и давать такой чуть-чуть загорелый вид, как бронзер. Как видите, она сейчас чуть-чуть темная, поэтому я обратно обвожу кисточкой для пудры, чтобы сделать немножко мягче. Все, что нам осталось подчеркнуть, это, наверное, нос контуринг с той же кисточкой и волосы. С той же кисточкой контуринг для носа. Я чуть-чуть только обвожу. Так. Я тут, короче, пытаюсь растушевать свой нос. Потому что слишком темная. Примерно так. Теперь дальше идет румяна. У меня палеточка Elf. Это палетка I Like Waylay. Это было в ограниченном количестве. Они продавали в прошлый раз. Я беру эту румяну, такой кораллового цвета. Я использую ее, получается, на щечки здесь и здесь. Дальше я беру, получается, палетку от NARS, это Steve Klein. Это вот уже Limited. Я попробую вначале. Берем хайлайтер этого цвета. Получается, в верхней части скул, это примерно здесь. Если вам не нравится хайлайтер, вам не обязательно носить хайлайтер. Я просто люблю сама. Я без него жить не могу. Я должна просто хайлайтер нанести. И, конечно же, на меня влияют блогеры все, как Jeffree Star. Я обожаю Jeffree Star, я постоянно его смотрю. И ношу его косметику, так что Jeffree Star постоянно без хайлайтера жить не может. И он на меня влияет. Из-за того, что он говорит, что хайлайтер самый лучший, и ты тоже хочешь носить хайлайтер еще больше. Что-то я хочу еще добавить. Anastasia Glow Kit. Нанесу вот этот желтый. Я знаю, будет ярко, но я так хочу. Потому что я обожаю яркие хайлайтеры. И буду наносить так. Кто-то наверняка напишет там: о боже, столько макияжа. А потом я скажу: девушка, это мой стиль. Keep it up. Да. Если вы спросите, почему столько макияжа, я скажу: ребят, если бы, насколько я поняла, я сделала такой вывод. Если бы в наших странах, как в странах СНГ, да, если бы у нас был бы доступ на все вот эти, на всю эту косметику, которая у нас здесь есть, если у нас экономика была бы как в Америке, да,
Вы бы точно так же хотели бы макияж, вы бы точно так же макияж носили, потому что вы постоянно покупали бы, как я. Да, это просто какая-то, не знаю, страсть, passion. Это какое-то вдохновение, вот, не знаю, страсть к мейкапу. И это появляется, когда у тебя есть возможность. И здесь в Америке экономика такая, что все можно позволить себе. И если ты работаешь как бы в работе здесь в Америке, оно тебе позволяет купить мейкап хотя бы раз в неделю. А у нас что? Нам нужно копить там и потом покупать. Вот. Если был бы доступ, тем более в наших странах СНГ нету столько макияжа, потому что там не в запросе. Но я точно знаю, в течение ближайших 5 лет все начнут носить макияж. Вот так. Да. Ну, это мое такое предположение, потому что, как вы знаете, Америка всегда на первом месте, потом уже идет этот тренд на наши страны. Так что да, скоро будет доступ к мейкапу везде, даже у нас со стран СНГ. Так что вы тоже будете болеть мейкапом, как я. Да, future teller, я вам рассказываю будущее. Следующий шаг — это брови, но я пропущу это, я быстренько сама сделаю. Кстати говоря, хочу вам задать вопрос. Хотели бы вы видео, там, где я показываю, как я делаю мои брови? Жмите сюда «Да», я буду знать, сколько людей хотят это видео. Я сделаю отдельное видео, как я делаю брови. А я быстренько сейчас сделаю. Ну что ж, мои брови уже готовы, так что начнем уже тени. Тени у меня Color Rain, которую я уже показывала, моя любимая палеточка. Фаворит моего, наверное, этого года будет, потому что я жить не могу без этой палеточки. Так что да, будем использовать эту палетку. Конечно, мы берем кисточку, у меня это Morphe 433, это такая кисточка для растушевки. Любая пушистая такая подходит, так что в первую очередь мы, наверное, начнем с этого, с Princess. Наношу этот цвет именно на кость, на складку века. И делаю это как переходной цвет. Цвет должен быть очень мягкий, не слишком темный, так что растушевываем, растушевываем. Наносим обратно и растушевываем. Не хватает цвета, обратно нанеси и растушевываем. С палеточки Swamp Queen я беру цвет фиолетовый, это вот этот, и наношу этот цвет сверху этого переходного цвета. Ну, вот такая разница должна быть. Не беспокойтесь, быстренько я должна сделать эту сторону. Ну и, конечно, тот же фиолетовый цвет наношу под глазами. Так, чтобы дать немножечко контрастности, я немножечко добавлю вот этот цвет. Уже коричневый цвет, это вот такой. Наношу, получается, здесь в внешнем углу. Как будто бы я наношу стрелку, но на самом деле это не стрелка. Вот так. Теперь берем этот цвет, вот этот, и будем этот цвет наносить именно, получается, наверное, пальцем попробую вначале. Теперь беру с этой палеточки белый цвет, наношу ее уже на внутренний угол. Теперь переходим под глазами и будем нормально делать smoked eyeliner. Я быстренько хочу чистой кисточкой растушевать все. Именно вот эти зоны, там где слишком. И как же без карандаша? Карандаш у меня Marc Jacobs. Я буду наносить ее под глазами, именно там, где аж вот тут. Берем любые черные тени той же кисточкой и обводим здесь, чтобы дать... У нас будет smoky eyes только под глазами. Так что она будет вот так. Так, примерно так. Так, теперь уже идет тушь и накладные ресницы. Тушь, вы знаете, я люблю Marc Jacobs тушь,
который называется Velvet Noir. Кстати, я в последнее время использую серум. Серум для наращивания ресниц. Оно должно натурально увеличить, делать потолще мои ресницы. Так что посмотрим через 2 недели, насколько мои ресницы станут длинными. Ну, я уже пользуюсь вообще-то неделю, и уже я вижу результаты. Намного стали толстыми, точнее плотными, объемными, могу сказать. Примерно так выглядит без накладных ресниц, но я должна носить накладные ресницы. Все-таки я делаю видео для YouTube, и знаете, и вообще, мы идем на ивент, на День Святого Валентина, и мы должны быть на все 100. Так, примерно так выглядит с ресницами. Такое чувство, что вот здесь прям не хватает. Дальше на губы я хочу нанести что-то такое розовое и в то же время нюдовое. Так что я буду использовать, наверное, сегодня вот эту помаду. Это от Sephora, называется... я не знаю, как называется. Просто 03. Sephora Rouge Matte. Карандаш для губ у меня от Stila. Я обычно использую Lancome, но Lancome у меня почти закончился. Хочу попробовать этот. Посмотрим, как она работает. Теперь идет эта помада. Какая-то розовая. Мне кажется, она слишком розовая для меня, так что я немножко хочу сделать белее. Так что я буду использовать помаду мою от Tarte. Такой. И все, что осталось, это спрей. Это у меня Urban Decay All Nighter. Наношу ее, делаю спрей. Ну что ж, ребята, это final look, то, что у меня получилось ко Дню Святого Валентина. Я хотела что-то романтичное, но в то же время дать немножечко глаза, чтобы были секси. Так что я постаралась, так что надеюсь, вам тоже понравилось. Если вам понравилось, обязательно прокомментируйте у меня внизу под видео. Конечно же, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы посмотреть мои новые видео. А мы с вами увидимся на следующем видео, ребята. Пока-пока.